наши самые ранние телезрители. Утро Якутии на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Меня зовут Катерина Винокурова. Желаю вам сегодня отличного, хорошего, плодотворного дня. 24 ноября на календаре, середина недели. Впереди у нас с вами почти целый час, и за это время мы с вами будем узнавать, что предпринимают якутские ученые, чтобы количество птиц в Якутии не сокращалось. Также поговорим о том, как сберечь самый главный наш орган – сердце. Как можно провести интересно обычный школьный урок, тем самым отправимся в Хандыгу, а в гости ожидаем тревел-блогера, которая приехала к нам из Москвы. Зовут ее Кристина Макарова. Расскажем, с какой целью она посетила нашу республику. Ну и, конечно же, ожидают нас наши традиционные рубрики среды. Так что оставайтесь с нами, подключайтесь. Далее знакомимся с погодой. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 27-31 градус мороза. В заречной группе 25-30, в южных до 20-26, в Вилюйской группе 38-39, также в Нижнеленских до 39 градусов, в западных 25-35 градусов мороза, в Колыменде-Гирской группе от 25 до 33, в Янских 36-38, на северо-западе 28-32. Температура воздуха в городе Якутске в 6 часов утра составила 26 градусов со знаком минус. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем преимущественно ожидается без осадков. Ветер северный 1,5 метров в секунду. Температура воздуха днем опустится до 23-25 градусов. Ну, а я напоминаю вам про наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Работает он для обратной связи. Ну а сегодня давайте мы поднимем тему путешествий и блогинга. Так, например, делитесь с нами о том, какие самые невероятные места в Якутии вы посетили, ну или хотели бы посетить. Вот я, например, мечтаю побывать в горах Хандыги. Поистине сказочное место. Вот тот, кто бывал там, ну или как минимум смотрел фотографии в социальных сетях, наверное, разделит со мной это мнение. Хандыга, мне кажется, никого не оставит равнодушным, а горы еще долго не отпускают тебя. Если вы со мной согласны, то пишите нам на WhatsApp, который видите на экранах. Кстати говоря, привет огромный Хандыге. Мы знаем, что там нас смотрят каждое утро. А в частности, передаем привет Хандыгской школе, где как раз на днях состоялась встреча литературных героев. На закрытии недели русского языка и литературы учителя и учащиеся перевоплотились в литературных персонажей. А сама школа на целый день превратилась в театральную сцену. Давайте посмотрим, как это было. С утра в школе праздничная суета. По коридорам расхаживают короли, пираты, чудовища и красавицы. А в классе вместо учителя Анна Каренина или даже Баба Яга. Но разве не волшебство в одном месте встретить сразу всех литературных героев? Получилось это благодаря проведению недели русского языка и литературы в Хандыгской средней школе. Ребята и учителя предстали в образе литературных героев, с воодушевлением влились в эти образы и с удовольствием их представляли. Незаметно промелькнул этот день, оставив после себя неизгладимое впечатление радости от погружения в литературу и общения друг с другом. Такие мероприятия призваны стимулировать творческую активность обучающихся, направлены на повторение изученного материала и активизацию опорных знаний. Эта предметная неделя в Хандыгской школе была посвящена русскому языку и литературе. Мы стремились, чтобы в течение 5 дней ребята почувствовали всю прелесть русского языка и удивительное многообразие литературы. С
Среди мероприятий, проведенных на этой неделе, было очень много различных конкурсов. Конкурс по каллиграфии «Король письма», конкурс чтецов, тест «Читательская грамотность», открытые уроки, слайд-шоу «Русские поэты и писатели, побывавшие в Республике Якутия» и многие другие конкурсы. Несомненно, эти яркие творческие недели запомнятся детям надолго, которые дают возможность полного погружения в изучаемые учебные предметы. В ходе подготовки к конкурсам учителя, дети с родителями мастерили, шили костюмы, атрибуты своих героев, чтобы максимально соответствовать тому или иному образу. Я сегодня пришел в образе дровосека, и я встретил в школе красную шапочку из моего класса. Мы этот топор делали с мамой вчера вечером, и мне очень понравилось в школе. Все как в сказке. Сегодня очень необычный день. Все дети пришли в образах сказочных или литературных героев. Я пришла в образе Мини Мауса. Мне нравится этот день, ведь все пришли красивые и нарядные. Побольше бы таких дней. По итогам конкурсов подведены итоги. Выбраны победители в номинациях «Лучший литературный образ» и «Лучший литературный образ среди классных коллективов». Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Доброе утро. Собака-терапевт помогает не бояться детям от прививок от ковид. Вместе с пушистыми коллегами она успокаивает маленьких пациентов во время процедуры. В детской больнице Рейди в Сан-Диего работает 6-летняя собака-терапевт по имени Оли. По программе канистерапии она оказывает эмоциональную поддержку малышам с онкологией и особенностями развития. А с тех пор, как в стране разрешили вакцинировать детей от COVID-19, Оля начала помогать и во время прививок. Вместе с еще 14 пушистыми коллегами Оля помогает пациентам от 5 до 11 лет справляться с тревогой до и после процедуры. Одного присутствия собаки достаточно, чтобы поднять ребенку настроение. Это подтверждают и сами дети. Ну а собаки бывают не только терапевтами, они, как мы знаем все, еще и лучшие друзья человека, а иногда отличные няни. Так, подопечные Иркутской зоогалереи впервые в жизни увидели снег. Тигрята и трехпалый львенок Фортис живут в одном вольере с лета. Дикими животными соседствует лабрадор Эльза, выполняющая роль няни. По словам персонала, собака успевает заботиться о всех своих детях и дарить им любовь и ласку. Зоогалерея опубликовала в своем профиле Instagram видео с робким первым выходом тигрят и львенка на снег. Животные были удивлены незнакомыми погодными условиями, однако быстро открыли для себя все прелести зимних забав. Работники учреждения рассказали, что малыши полюбили снег, и теперь каждый выход на прогулку становится для них настоящим праздником. Тигрята, львенок и Эльза любят искать следы птиц в открытом вольере, играть с льдинками в слитом бассейне и просто валяться на снегу. Хотя животные получают удовольствие от зимы, прогулки длятся недолго. Тигрятам погода не угрожает, а вот львенку и короткошерстному лабрадору нужно беречься от переохлаждения. А природа Якутии прекрасна и сурова. Более 3 миллионов квадратных километров занимает вся наша республика. На ее территории встречаются самые разнообразные ландшафты. Кроме того, существует богатая фауна птиц и млекопитающих. В республике насчитывается более 300 видов птиц. Из них лишь 48 видов остаются зимовать, а суровый климат не пугает птиц и зверей. Об этом более подробно мы сегодня поговорим с нашим гостем. Рада представить вам Евгения Шемякина, кандидат биологических наук, старшего научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук. Доброе утро. Доброе утро. Евгений, как поменялась, если выражаться по-научному, орнитофауна нашей республики за последние годы? Сейчас на территории Якутии в целом
отмечается около 318 видов птиц. Последние сводки по этим данным собирались в 2008 году по монографии Находкина и с авторами. И с этого времени прибавилось около десятка видов птиц. Это считая залетные и новые гнездящиеся виды птиц. И вот в течение нескольких лет мы тоже вот работаем и смотрим то, что бывают случаи залетов. Вы как знаете, наверное, и про фламинго, и про грифов, и сипов. Это виды те, которые вследствие каких-то причин появились здесь, в Якутии, но они не гнездятся. Ага. И появились те новые виды, которые начали гнездиться здесь, в Якутии. Так мы в этом году в экспедиции изучили стратегию миграции азиатского бекасовидного веретенника. Это получается вид, который занесен в Международную Красную книгу. И с 2018 года начал гнездиться на территории Сунтарской излучины. Это на бассейне реки Вилюй. С 2008 года эта птица начала залетать. Периодически залетала. И с 2018 года мы обнаружили, наши коллеги обнаружили несколько группировок на этих птиц. И в этом году было решено установить на них передатчики для того, чтобы узнать, почему и зачем они сюда прилетают. При установке передатчиков мы выяснили, оказывается, то, что они улетают на зимовку загорать на Бали, Индонезию, и на Филиппины, Вьетнам и Таиланд. В общем, куда и мы летим. Знаете, мы выяснили, почему именно к нам они прилетают. Это виды аридные, значит, это виды, связанные со степями. Но так как аридные виды, и вообще в Центральной Азии даже у людей отмечается, когда начинается засуха, а сейчас в Центральной Азии уже лет 10 или 20 уже идет вот эта вот засуха, те озера, которые были, они обмелели, и эти птицы решили вот вести номадный образ жизни. И так получилось, что они выбрали вот эту вот Сунтарскую излучину. Как интересно, да. А что вот делают ученые, чтобы не сокращалось, наоборот, количество млекопитающих в республике? Птиц? Зимующих. Мы что предпринимаем? Для редких видов, да, мы предпринимаем. А так стабилизирует, конечно, все сама природа. Мы пытаемся не лезть, так как это все биоценоз, и туда человек не должен влиять. А погибает ли в зимнее время птицы? Вообще, да, зимующие птицы в Якутии, такой термин науки практически не используется. Есть виды, которые оседлые, и есть виды, которые кочующие. Оседлые – это виды птиц, это которые именно держатся одной территории. Они, например, вот это вот вороны, кукши, вот эти вот гаечки, они делают какие-то запасы, либо это птицы, которые приспособились к условиям своей среды обитания, значит, они там под лунками там ночуют. А есть виды кочующие, они вот поедают там вот эти вот кустарники, вот здесь мы, например, увидим свиристелей, дрозды, рябинники. Это рябинники, они не зимующие виды, но тем не менее. В Южной Якутии они встречаются допоздна. Есть дубоносы, которые сюда прилетают. Они, в общем, кочуют. А есть виды, которые благодаря человеку начали зимовать. Синантропные виды называются. Это вот воробьи, знаете, синицы, сизые голуби. И одна из хищных птиц тоже вот в черте города Якутска начала зимовать уже второй год. Это вот пустельга обыкновенная. Об этом всем в научной литературе уже опубликовано нашими коллегами. Евгений, мы очень часто подкармливаем птиц, да, сами, на прогулках, в парках, да, сидя на лавочке. Вот правильно ли это делать, и если нет, то как нужно правильно подкармливать птиц? Подкормка птиц в черте города Якутска, конечно же, правильный подход.
который дополнительно будет давать питание для тех же вот этих синантропных видов, которым необходима человеческая помощь. Если бы не было людей, не было бы этих птиц. Ну, это те же воробьи, синички. И этим пользуются и другие виды, вот эти вот лесные виды, гаечки, поползни. И это, конечно же, хорошо. Вот эта акция добра очень хорошо отражается на их зимнюю популяцию. Но обычно это хлеб, да? Да, там для определенного вида дают свои определенные корма. Для синичек, например, там желательно сало, энергетические затраты, кому-то там крупы различные. Хорошо, значит, будем ходить с салом на прогулке. Но последствия пожаров как-то отразилось на пернатых? По последствию пожаров это вообще комплексное изучение необходимо провести. Работы такие проводились в соседней Амурской области, именно по птицам. И с этого года мы решили с коллегами создать мониторинговые площадки, там, где имеются свежие гари. Это вот то, что в прошлом году. Они бывают разных типов и сукцессий. Бывают те, которые не полностью прогорели, верховой пожар, низовой пожар. Они различаются, и мы решили по таким мониторинговым площадкам посмотреть, как именно эти пожары, тем более на мерзлоте, у нас лес в основном же на мерзлоте стоит, как это все повлияет на экосистему в целом. И мы должны вот это вот посмотреть. Не только птиц, но и млекопитающих, растения, как это все будет в условиях мерзлоты восстанавливаться. Это очень интересная работа и для будущих поколений. И вот сейчас с изменением климата, как это все будет проходить. Евгений, ну и о научных работах, да, которые вы проводите по изучению птиц. Вы, знаю, посещаете постоянно какие-то конференции. Да, вот сейчас у нас вот среди наших сотрудников вы, например, знаете, наверное, птицу стерх. Конечно. Это редкий вид, который вот сейчас в последнее время начинает восстанавливать свою численность. Наши коллеги работают по стерху, выезжают рано весной, встречают этих стерхов на гнездовье, на весеннем пролете, где они гнездятся, получается, в Алаяховскую тундру встречают. Грубо говоря, они их выкармливают, птенцов с ними встречают их и провожают. Потом провожают наши коллеги и встречают на озере Паянху в Китае. И в Китае они тоже сидят и ждут, и считают, сколько особей появилось. И еще они сидят еще на пролете осеннем, наши коллеги, и изучают. Мы еще работаем, конечно, по некоторым другим аспектам, не только по сохранению, но и по населению птиц. Вообще в целом территория Якутии огромная, из-за этого мы пытаемся обобщить все эти данные и выезжаем, рассказываем про птиц Якутии, о том, как влияют факторы на них, как они распределяются на различных вот конференциях. Ну и по заболеваниям тоже мы сборы делаем по птичьему гриппу и другим заболеваниям. Что ж, Евгений, огромное вам спасибо за интересный такой познавательный разговор этим утром. Я желаю вам успехов в работе и спасибо вам за ваше дело. Спасибо. Отличного дня. Ну а далее я передаю слово своим коллегам из информационной службы. Им слово. Это утренние новости на Якутии-24, в студии Влад Давыдов. Энергетики Нернгринской ГРЭС завершили средний ремонт третьего энергоблока, тем самым полностью выполнили ремонтную программу этого года. Плановые работы провели с опережением графика и составили 107 дней. За этот период заменили 4 конденсатных насоса турбоагрегата, арматуру и участки трубопроводов и коллекторов высокого давления. Также провели ремонт и замену тепловой изоляции оборудования, котла, турбины, поверхности нагрева. Средний ремонт энергоблока номер 3 – это заключительный в графике ремонтной кампании этого года. Таким образом, ремонт обошелся в 1 миллиард 780 миллионов рублей.
Объем финансирования республики по программе «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета составил в 2021 году 1 миллиард 800 миллионов рублей. Как сообщил глава Якутии Айсан Николаев, у республики один из самых больших объемов финансирования по этой программе в России. В рамках программы строятся жилые дома для молодых специалистов в рамках договоров найма в Намском и Мегнакангаласском районах. Идет комплексная застройка жилого квартала Сайды в Чурапчинском Улусе, квартала Мымах в Намском районе. Кроме того, в этом году субсидию на строительство соцобъектов получили Сунтарский, Чурапчинский, Хангаласский, Усть-Алданский, Жиганский, Вилюйский, Верхневилюйский, Намский и Алекминский районы республики. В будущем году в Вилюйске будет введен в эксплуатацию новый больничный комплекс на 73 койки. Объем выполненных работ на сегодня 65%. На сегодняшний день на объекте общей площадью 2800 квадратных метров полностью закрыт тепловой контур, закончены работы по черновому оштукатуриванию стен, стяжке полов и устройству фасада. Продолжаются работы по монтажу наружных инженерных сетей и насосной станции. Кроме того, ведут работы по благоустройству всей территории. Так, на данный момент сейчас уже идут изыскательские работы, сейчас идет проектно-сметная документация, и по данному мероприятию вот сегодня прибыла буровая установка, чтобы изыскать именно, посмотреть вот именно внутри почвы, как оно будет размещаться. И на данный момент сейчас сегодня будет 6 скважин пробурены и изучение именно почвы внутренней. И потом на основании этих данных мы будем уже ориентироваться, есть проектно-сметная документация, уже во второй очереди будет уже завершена к весне 2022 года. Студенты Намского педколледжа имени Винокурова вернулись к очным занятиям. В колледже обучаются 904 студента. В октябре из-за эпидобстановки в районе Каменное общежитие было передано Намской центральной районной больнице. Там было размещено инфекционное отделение, а студентов направили на дистанционное обучение. Сейчас на очное обучение пригласили выпускные группы. Это порядка 140 студентов. Далее их будут созывать поэтапно. В колледже соблюдаются все санитарные нормы, закупили рециркуляторы, дезинфицирующие средства, ведется ежедневная термометрия. Прошлый год мы в конце года приглашали только студентов выпускных курсов, потому что они заканчивали обучение, и нам нужно было как-то подогнать обучение, посмотреть на своих выпускников, насколько они готовы начинать работу по своим специальностям. А этот год мы решили начать очно, потому что все-таки хотим познакомиться с нашими первокурсниками и со студентами второго курса, так как в прошлом году мы их обучали в дистанционном формате. На сегодня у нас 55 студентов обучается. К концу недели примерно эта цифра достигнет 90 человек. Спасибо коллегам. Далее врач-терапевт Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Кехтер расскажет нам о самом главном нашем органе – сердце. Доброе утро! Сердце является единственной мышцей, которая работает непрерывно и перекачивает кровь, доставляя питательные вещества по всему организму и снабжает нас кислородом. Но как эффективно будет работать сердце, зависит и от того, как правильно мы едим. Питание должно быть легким, пища должна усваиваться легко. Постоянное переедание – прямой путь к ожирению, поэтому контролируйте уровень порций. Ешьте малыми порциями 5-6 раз в день за 3 часа до сна. Больше овощей и фруктов, так как они наполнены микроэлементами, витаминами и клетчаткой. Отваривайте, запекайте, готовьте на пару. Ограничьте количество соли. Употребление поваренной соли до 3 грамм в сутки, так как соль повышает артериальное давление за счет накопления воды в организме. По этой же причине стоит отказаться и от фастфудов, закусок и полуфабрикатов. Исключите из рациона продукты, возбуждающие нервную систему, кофеин и кофеин содержащие напитки, энергетические напитки и колу, крепкий чай, наваристые бульоны и блюда, содержащие большое количество специй.
Уберите продукты с использованием трансжиров. Это кондитерские продукты промышленного производства. Ограничьте употребление животных жиров, сало, консервы мясные, субпродукты, сосиски, колбасы. Свинина, жирная птица, все виды субпродуктов богаты вредным холестерином, который откладывается в сосудах в виде бляшек. Добавьте в меню нежирную телятину, курицу, индейку, кролика, жирные кислоты, омега-3. Они содержатся в растительных маслах и жирной рыбе, помогают предотвратить отложение холестериновых бляшек и нормализуют тромбообразование. Разнообразьте меню продуктами, богатыми кальция. Это мак и молочные продукты. Разнообразьте рацион продуктами калия. Морская капуста, брокколи, сухофрукты, тыква, бобовые и магния, гречка, горох, тыква. Исключите алкоголь. Комбинация диеты, физической активности, отказ от вредных привычек – залог крепкого здоровья и долголетия. Что ж, будьте здоровы. Добро пожаловать в утро Якутии. 24 ноября на календаре. В этот день американец Джозеф Глиден получил патент на колючую проволоку. Принято считать, что она появилась в США в 19 веке, хотя саму проволоку умели изготавливать еще с начала нашей эры. Также в этот день в США отмечается День друзей. С другими датами и событиями этого дня знакомимся в нашей еженедельной рубрике. На календаре 24 ноября. Сегодня отмечают День моржа, День уникального таланта, День эволюции, День угощения домовых молоком. По народному календарю в этот день почитают память святого преподобного Федора Студита. В старину в этот день люди предпочитали оставаться дома. Хозяйки готовили щи и угощали ими членов семьи. Есть блюдо нужно было непременно горячим, чтобы зима была теплой. По ночному небу в этот день судили о будущем урожае грибов и ягод. Большое количество звезд говорило о щедрости природы. Чтобы не спугнуть удачу, люди заваривали чай из собранных в лесу и высушенных ягод. В 1859 году Чарльз Дарвин публикует свою книгу «Происхождение видов путем естественного отбора» или «Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Первое издание книги расходится за один день. В этот день состоялось официальное учреждение в России Совета министров. 1905 год. Начало Севастопольского восстания моряков во главе с лейтенантом Петром Петровичем Шмидтом. Открылась Севастопольская офицерская школа авиации. В этот день состоялось официальное открытие Московской оперетты. В этот день был принят приказ Народного комиссара просвещения РСФСР об обязательном употреблении буквы «ё» в школьном образовании. Вышло постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей. В 1969 году США и СССР ратифицируют договор о нераспространении ядерного оружия. В этот день родились Бенедикт Спиноза, нидерландский философ-рационалист, натуралист; Александр Суворов, русский полководец, генералиссимус; Грейс Дарлинг, национальная британская героиня; Дейл Карнеги родился в 1888 году, американский педагог, психолог, писатель. Гарри Кемельман, американский писатель, мастер иронического детектива. Альфред Шнитке, советский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Наталья Крачковская, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Александр Масляков, советский и российский телеведущий, организатор и ведущий программы КВН. Эмир Кустурица, югославский и сербский кинорежиссер. В этот день свой 75-летний юбилей отмечает Елена Ивановна Костромина, заслуженный ветеринарный врач Якутской АССР. Также свой день рождения отмечает Варвара Дмитриевна Сыроватская, заслуженный врач Республики Саха-Якутия и России, почетный гражданин Усть-Алданского района. Именины сегодня отмечают Яков, Федор, Тимофей, Теодор, Степан, Максим, Евгений, Виктор, Афанасий, Антон, Стефания.
Наверняка вам знакома ситуация, когда вещи просто некуда складывать, и ими завален весь шкаф. И дело не в том, что вы давно не проводили ревизию, а в неправильном складывании. Далее мы поделимся с вами полезными советами о том, как бороться с бардаком на полках. Кажется, что аккуратно сложить одежду легко. Стоит просто согнуть ее по швам, но когда дело доходит до практики, обычно ничего не выходит. И вещи отправляются на хранение в громоздком виде, занимая огромное пространство в шкафу. Чтобы исправить ситуацию, учимся складывать вещи компактно. У каждого из нас в гардеробе имеется как минимум 2 пары джинс и брюк. Такой вариант идеален, чтобы сложить вещи в горизонтальную стопку. Загибаем выступающий треугольник, отворачиваем верхнюю часть настолько, насколько хотим сложить джинсы. Далее складываем нижнюю часть. Складываем рубашки в аккуратные стопочки при помощи альбома, тетради или журнала. Расправляем рубашку и застегиваем пуговицы. Переворачиваем вещь лицевой стороной вниз. Сверху в зоне воротника кладем наш вспомогательный материал и начинаем складывать рубашку. Кофту или свитер скручиваем в кармашек. Переворачиваем свитер лицевой стороной вниз. Подворачиваем его нижнюю часть, далее складываем уже по наработанной схеме. Укладываем рукава вдоль и формируем карман. В него прячем оставшуюся часть свитера. Таким образом, свитер можно хранить и стоя. В кармашек также удобно складывать и футболки. Такой способ также распространен для упаковки их в чемодан. Хранить пиджак в горизонтальном виде тоже возможно. Для этого необходимо взять его лицевой стороной к себе и соединить максимально ровно по швам. После выворачиваем одно плечо на второе. Сложенный данным методом пиджак не будет иметь складок и лишних заломов. Способов того, как правильно можно складывать вещи в обычный шкаф, очень много. Работа по наведению порядка в нем нелегкая, но результат того стоит. А в России все более популярным становится блогерство. Для донесения своей мысли люди используют социальные сети, отдельные блог-платформы на YouTube и даже создают свои сайты. Собственные блоги ведут политики, журналисты, писатели, врачи, бизнесмены, фитнес-тренеры и обычные домохозяйки. Их аудитория измеряется десятками, иногда и сотнями тысяч подписчиков, поэтому нельзя недооценивать влияние блогеров на общественное мнение и сознание. Сегодня, как мы и обещали, в нашей студии travel-блогер, которая путешествует по самым необычным и отдаленным уголкам нашей необъятной страны. Сегодняшняя ее точка – это наша республика. Рада представить вам Кристину Макарову. Кристина, доброе утро. Доброе утро. Но вы недавно побывали на Чукотке, потом в Ненецком округе, да, побывали в стойбище оленеводов, а теперь в Якутии. Чем вас так привлекает наш регион? Ну, я на самом деле уже год как хотела сюда приехать. В прошлом году поездка сорвалась в последний момент. Мне очень, во-первых, хотелось прочувствовать на себе, что такое минус 50. Просто как новый опыт. Это, во-первых. Во-вторых, я знала уже о многих красотах республики. Хотелось увидеть своими глазами и Ленские столбы, и горы Киселях, и очень много. Только что-то можно видеть зимой, а что-то скорее летом. Поэтому эта поездка, она такая, скорее проба пера. Вот. Уже хочется вернуться зимой, добраться до Эмикона, потому что в этот раз по количеству дней я не успеваю. И летом это сплав по реке Лени, вот, столбы, соответственно, хочется увидеть еще и барханы. Просто в Якутии есть бархан. Это же удивительно, мне кажется. У нас и горы есть, у нас все есть практически. Да, ну а какие места уже посетили? Я была на базе отдыха напротив Ленских столбов, так что уже так присмотрелась. Просто такое место силы. Очень спокойно, и хочется там остаться надолго.
Вот. Очень много гуляла по городу. У меня целый гастротур. Я прошла по всем самым лучшим ресторанам города, попробовала жеребятину. И мне прям очень Так. она понравилась, правда, во всех видах. В Чичурмуране были. Вот сегодня еще раз поедем. Хочется устроить фотосессию в национальном костюме, показать людям культуру, хотя бы вот ее кусочек, который можно там увидеть в городе. Ну и в целом у меня больше знакомства здесь с людьми, такое общение, потому что это совсем другой вид путешествия. И такие истории узнаю, то есть у меня ликбез полный происходит. Вот. Ну, а впереди что? Сколько еще дней у вас? Я уже завтра утром летаю. Летаете? Да, но летаю тоже буквально на 2 дня, потом возвращаюсь на север Ямало-Ненецкий округ, и у меня, получается, Арктика практически закрыта, останется только Магадан и Архангельская область. Вот. А потом уже повторно буду ездить туда, куда еще не успел доехать. Ну, вы что-то уже успели приобрести. Мы Да. видели, вы приобрели рукавички якутские, да? Да, и еще подписчикам тоже привезу, потому что они голосовали между ювелирным изделием и рукавицами. Все просили и то, и то. Рукавицы просто безумно теплые, красивые. Но, наверное, самое главное приобретение – это… Я зашла в ювелирный дом, который делает украшения с традиционными мотивами. И лично для меня подобрали амулет. Мне уже сделали 3D-модель. Просто безумно красивую. И вот в декабре я ее получу. То есть у меня будет такой лично мой силуэт, амулет вот, для защиты, наверное, для удачи. Якутский. Да. И сделанный в Якутии с якутским неограненным алмазом. То есть просто что-то очень уникальное. Да. Даже у меня такого нет. Кристина, а как вы составляете маршруты сами и почему вот только Россия? Ну, наверное, со второго начну. Почему Россия? Потому что до этого я объездила стран 30, я училась чуть-чуть в Китае, в Америке, и когда я видела восхищенные взгляды американцев, как они рассказывают о своей стране, они очень много по ней путешествуют, это был первый значок, что я-то как бы мало чего видела, там, только Байкал, Москва, и вот практически все. А потом мой друг, он тоже с другой страны, и мне рассказывает про народность, манси, вот у них есть свой язык, вот они такие удивительные. А я слышала о них, а толком ничего не знаю, даже не смогла прокомментировать. И потом я понимаю, что у нас в России почти 200 народностей. То есть я могла ему говорить часами. И это неудивительно, что вот одна народность, да, но у нас их столько. И я, когда вернулась, решила, что я хочу путешествовать по России. У меня есть загранпаспорт, у меня были визы, все, но 2-3 года я уже путешествую. Я как-то в этом перспективу еще видела. А потом еще корона случилась, поэтому тут все завязалось, что да. Теперь только по России мне пока не хочется. Прям свои гештальты закрыть сначала все, потом, может быть, чисто так. Но я уже насмотрелась за границей. А маршрут выбираю сама. У меня просто есть точки, которые я очень хочу увидеть. Очень часто в последнее время они стали безумно отдаленными, дорогими и такими, куда мало кто может добраться. Поэтому мне вдвойне интереснее их показать. Потому что не каждый может не финансово позволить, там у всех разные приоритеты. А я, получается, простым человеческим языком показываю то, что они могли увидеть только на канале там, BBC, там, допустим, китобойная община на границе с Аляской, с Америкой. Это же вообще уникальные люди, уникальное все. И я умею увидеть эту красоту и показать. И когда там пишут слова благодарности, ну, правда, люди там открывают новый мир, это прям вдвойне мотивирует ехать еще дальше. Ну вот как раз-таки итог вот всех ваших путешествий показать людям, рассказать, да? Да. То есть это меня заряжает. И когда я этим делюсь, это еще фидбэк от людей приходит еще больше. Хочется ехать и да. Получается, пока вот это блог, Инстаграм, сторис, какой-то мини-сериал там получается. Соответственно, посты, где я могу детально все рассказать, чтобы люди могли потом повторить. Знаю, сколько это примерно стоит, потому что даже если это дорого, хотя бы сколько. И ну, там, отели, маршруты, каких-то гидов, которых я лично с ними была, там, видела, что они адекватные, все. То есть я могу их порекомендовать. Потому что я сама, когда первый раз захотела, прочла книгу Ред Хэу об оленеводах, узнала просто такие факты, которые в школе не рассказывают нам. И мне захотелось увидеть это лично. Я съездила к оленеводам в Ненецкий округ, вот как раз мы жили в Чуме, но перед поездкой мне было страшно, что это за мир, как там, как ехать на снегоходе 150 километров. А потом, когда я все рассказала, то есть уже потом несколько моих знакомых, мы познакомились даже через Инстаграм, потому что они мне писали, спрашивали детали, они поехали потом по моему маршруту. Поэтому это прям
такое Да. интересное Но мероприятие. вы сказали, что помогают вам гиды, да? Были ли помощники у вас в Якутии, на кого вы вышли? Да, получается, у меня здесь были друзья, и друзья в первые дни познакомили с девочками из агентства по развитию туризма. Соответственно, они подсказали про базу отдыха, про какие-то маршруты. Вот то, что я наметила летом, они очень помогли, и, соответственно, дальше тоже будем держать связь. Вот. Ну, и так, да, там очень много знакомых появилось, которые могут подсказать и по транспорту, и там вот мы лошадок хотели посмотреть. Вот, то есть тут просто надо разговаривать с людьми, и очень много нового узнаешь, помогают, да. То есть это на месте. Просто не все такие коммуникабельные, кто-то может просто стесняться это делать. Соответственно, они тогда могут прочитать у блогеров. Я лично сама, когда планирую путешествие в незнакомый регион, у меня уже года 2 я накапливаю папка по каждому региону, я ее открываю, смотрю места и, соответственно, строю свой маршрут, потому что это очень удобно. Вот. И где-то какую-то информацию также я могу найти до, а какую-то уже на месте. Сама там дополнить ее, расширить или там уже опровергнуть. Такое тоже бывает. Поэтому да, главное коммуникабельность. Кристина, ну как, на ваш взгляд, тревел-блогеры, они насколько популярны? Вот, ну, у нас по сейчас своей сути, путешествия вообще стали очень популярны. Люди открыли мир, там не сравнить, да, с тем, что было у наших родителей. Поэтому они хотят. И плюс, так же, как и я, они открыли, что кроме красивых стран есть еще и Россия, которая тоже уникальна, и даже в чем-то намного более уникальная, чем другие страны. То есть там тоже есть, конечно, и этнотуризм, и какие-то места уникальные, но а тут ты путешествуешь, ты это все видишь, понимаешь, это мое родное, то есть у тебя еще больше поводов гордиться. Вот, соответственно, это очень популярно. Только единственное, что travel-блогеры, они тоже разные бывают. Кто-то делает уклон там на лайфстайл больше, а кто-то именно погружается и прям как такой travel-маньяк, он прям путешествует, это его стиль жизни, и, соответственно, тут разница такая небольшая есть. Но это интересно, перспективно, я думаю, тоже. Но вы сами на свои личные финансы, все сами, да? Да, ну, где-то год назад меня позвали на форум «Доступная Арктика», и вот через несколько дней он как раз в Ямало-Ненецком округе будет второй раз. И после этого мне периодически стали поступать предложения поехать в блог-тур от департаментов региональных. Вот, то есть такой тоже формат есть. Потом меня приглашали компании, но такой формат я пока не использовала, потому что тут есть нюанс. Если вдруг мне не понравится, я же не смогу об этом смолчать. А тут вроде как тебя пригласили. Поэтому вот это, чтобы не было конфликта интересов, я пока так не ездила. Поэтому всегда за свой счет. Да. А так как скромность родилась вперед меня, то я никогда не говорю о том, что я travel-блогер уже по факту. Да, Кристина, очень жаль, что вы еще не задержитесь на несколько дней, потому что у нас буквально на днях 1 декабря стартует зима, начинается с Якутии. Нужный товар на сайте rostor.ru. Доброе утро! В год науки в нашей постоянной рубрике мы расскажем вам об одном из ученых, внесшем значительный вклад в развитие сельского хозяйства Якутии. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим об организаторе сельскохозяйственной науки в Якутии Михаиле Григорьевиче Сафронове. Он родился в 1916 году в Мальджигарском наследии Нюрбинского уса. Он вырос в очень бедной крестьянской семье, и с детства он тяготел к знаниям. И, скажем так, после революции, когда уже началась ликвидация безграмотности, он в своем родном селе смог закончить 6 классов школы. И затем, уже после окончания этих 6 классов, он перебрался в город Якутск, до которого он добрался своим ходом, что, в принципе, является отражением его стремления к постижению науки. Там он закончил учебное заведение по своей специальности. Но, однако, после того, как у нас начинается Великая Отечественная война, он в 1941 году призывается на фронт, где уже как человек, имеющий соответствующее ветеринарное образование, его
назначают офицером ветеринарной службы, и он проходит службу уже на Дальневосточном военном округе. И уже после окончания военной службы в 1947 году он уже прибывает в республику, дальше уже заканчивает свое образование. В 1949 году его назначают директором Республиканской ветеринарной службы, где он проводил научные исследования в области гельминтофауны животных в Якутии. Это были первые крупные исследования по изучению животных в условиях Крайнего Севера. Результаты этих исследований были высоко оценены академиками Союза СССР. И в 1955 году Михаил Григорьевич успешно защитил кандидатскую диссертацию «Гельминты и гельминтозы животных в Якутии». Под его руководством небольшой коллектив Якутской ветеринарной службы в трудные послевоенные годы смог выполнить большой объем научно-исследовательской работы по основным болезням сельскохозяйственных животных, имевшим широкое распространение и наносящим большой экономический и социальный ущерб республике. В 1958 году ветеринарная служба, которой руководил Михаил Григорьевич, была включена в состав вновь образованного Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. До 60-го года он является заместителем директора по науке этого института, а уже с 1960 года до 1988 года он является директором данного института. И в эти годы он проявил себя как выдающийся организатор сельскохозяйственной науки, то есть под его началом прошли практически все научные открытия в республике, посвященные именно сельскому хозяйству. За эти долгие 28 лет Михаил Григорьевич смог поднять на новый уровень развития сельскохозяйственной науки в Якутии. Все эти работы были высоко оценены теми же самыми учеными всего Советского Союза. И труды, которые защищались под его руководством, которые защищались работниками института, по-прежнему они используются в сельском хозяйстве. Дальше его идеи живут и работают во благо республики. А с последними событиями к этой минуте поделятся мои коллеги из информационной службы. Передаю им слово. Это утренние новости на Якутии-24. С вами Влад Давыдов. За 9 месяцев этого года в Якутии рост промышленного производства составил почти 22% по отношению к данным прошлого года. В частности, по видам эконом-деятельности индекс добычи полезных ископаемых 124%, обрабатывающего производства 100%, обеспечения электричеством, газом и паром почти 104%, водоснабжение, водоотведение, сбора и утилизации отходов 108%. Как отметил глава Якутии Айсан Николаев, рост промышленных показателей в основном обусловлен реализацией крупных инвестпроектов, в том числе действующих в рамках территории опережающего развития. Идеально подойдет для горнодобывающей и строительной отрасли полимерный материал фрипласт. Его представили якутские разработчики. Материал может выдержать 70 градусов мороза и обладает высокой стойкостью против физических воздействий. По словам стартапера Петра Лукачевского, проект реализует совместно с Арктическим инновационным центром. Морозостойкий материал может быть 2- или 3-слойным. Сейчас разработчики улучшают фрипласт. Далее его испытают на легковых машинах. После этого планируют создавать универсальные детали для любой техники. Фрипласт подойдет и для создания промышленных устройств и деталей для горнодобывающей и строительной отрасли. Резина, она не только холодостойкая, но и, соответственно, жаростойкая, можно тоже так сказать. Да? По этой причине многие на горнодобывающие компании уточняются по многим моментам. Например, до 200, до 300, до 400 градусов сможет выдержать, нет, там, так далее. Короче. Ну и, соответственно, мы можем это сделать. Мы можем сделать материал, который от плюс 500 до минус 100. Короче. 10 лет со дня образования исполняется технопарку Якутия. В декабре за это время база технопарка расширилась на районы республики. Количество резидентов, представляющих инновационные проекты, перевалило за 100, и эта цифра растет. Кроме того, технопарк Якутия имеет статус регионального оператора фонда Сколково и входит в десятку лучших технопарков страны. В комплекс технопарка входят биотехнологическая лаборатория, региональный центр инжиниринга,
парк высоких технологий, IT-парк и филиал в городе Нерюнгри. Помимо этого в районах открывают школьные технопарки. В первом полугодии компании-резиденты привлекли 60 миллионов рублей инвестиций и создали более 300 рабочих мест. А общая выручка составила почти 730 миллионов рублей. В этих школах у нас сейчас обучается около 5000 детей в данный момент. Это школьники. И, конечно же, мы сейчас фокус смещаем в сторону поколения старшего поколения. Мы хотим, чтобы взрослые люди, которые, допустим, себя не нашли в жизни, могли быстро переучиться на программиста и пойти работать в нашей IT-компании. Уже голод это чувствуется, есть. В нашей компании говорят, что у нас мало людей, кто хочет заниматься IT. Не хватает программистов, поэтому мы вот сейчас хотим, чтобы у нас в IT-центрах обучались люди на местах старшего поколения уже возраста, там 30+, там 25+. Те, кто получил профессию не по программисту, не по специальности, но хотят работать в этой отрасли. Далее слово передаю коллегам. Спасибо, Влад. А мы продолжаем. Всем тем, кто только собирается выйти на улицу, думаю, будет актуальная информация о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 27-31 градус мороза. В заречной группе 25-30, в южных до 20-26 градусов, в Вилюйской группе 38-39, в Нижнеленских 38-39 градусов. В западных от 25 до 35 градусов, в Колымо-Идзигирской группе 25-33 градуса мороза, в Янских 36-38, на северо-западе 28-32 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 26 градусов со знаком минус, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северный 1,5 метров в секунду. Температура воздуха днем в Якутске составит минус 23-25 градусов. Ну а в Новый год исполняются желания. Так, приобретая купоны от Деда Мороза, вы можете стать счастливыми обладателями вот этих замечательных автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio. Также помимо этого вы можете стать обладателями земельных участков в микрорайоне Сатал города Якутска, 2 мотоциклов, 13 айфонов, бытовой техники, ювелирных украшений, велосипедов, ружей и многого-многого другого. Приобретайте талисманы от Деда Мороза в нашей телекомпании по адресу Орджоникидзе, 48. Продаются они на 1-м этаже. К талисману вы получаете купон с индивидуальным номером, по которому можете стать обладателями замечательных призов. Телефон для справок 729 660. Также все подробности вы можете узнать в Инстаграме, в аккаунте УКР, _, подарок. На этом я с вами прощаюсь. Желаю, чтобы день ваш сегодня прошел очень хорошо. Улыбаемся новому дню. До завтра.